Можно сюда идите, умничайте. Можно сейчас? Можно, да. Пожалуйста, Интересно, ну что, головной болью очень нет. вот зачем нормальный человек нам общается? Ну нормально, пускай это видит людей, которые нам не поможет, которые вот посольство. Поможет, тоже стоит. Вот другой человек, который сторона Россия, нам поможет, они, которые сидят, получают зарплату одна. Я знаю, что делать теперь? Ну ладно, ребят, успокойтесь. Вы меня не понимаете. Пошире раздадите. Вопрос можно? Можно мне вопрос вам задать? Я могу задать сейчас. Пошире. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас звонил в посольство Таджикистана в России? Трубку не берут. Я звоню. Сказали, это сегодня должна решиться. Я говорю, как решиться? Это какой-то политика. Я говорю, какой политика? Вы нам объясните. Мы решаем этот вопрос, позвоним. А второй раз звоню, трубку не беру. Я звонил в Худжан, да, своему. Там звоню, женщина поднимет трубку. Женщина попросила, говорю, мы здесь такой ситуации, уже третий день. Что нам делать? Я говорю, мы добро, мы уже начали, мы ждем вас. 9 часов должна были везде. Я говорю, как понятно? И здесь надо даже вас посадить здесь как будто. Вы уже здесь как будто нас даже держите. Мы держим. Да, как Нет, будто вот сейчас, там нам говорят по-другому, сейчас подождите, да, вот я позвонила об этом. Смотрите, я здесь, чтобы было понимание, Да. я здесь никого не держу. Я никого не держу здесь. Я могу сейчас дать распоряжение, и вас выпустят всех отсюда. Поставят соответствующие отметки в документах, и всех выпустят. Я никого тут не держу. Правильно. И не собираюсь держать. нам это не устраивает. Если мне разговаривать с такой позицией, как сейчас было вами озвучено, зачем я тогда пришел к вам сюда? Высказывать вам свое уважение, разделять с вами в принципе вашу беду и пытаться что-то сделать. Спасибо за это. Я мог подойти и вчера, мог подойти и позавчера, мог подойти сегодня днем. Но я не мог, потому что мне надо было заниматься вопросами расселения вас в гостиницах, вопросами теми, которые касаются сегодня и не решаются уже третьи сутки. Вы поймите, вот они вот Я что понимаю. держат, вы нам помогаете, гостиницу даете, Да, но я воду здесь, даете, ваши кушать ваши даете. сограждане А очень наши было... -то не решают Да, это. очень было Наши интересно, не решают когда это. прилетели ваши сограждане, которые не могли оттуда улететь, авиакомпания Ямал, Ямал тоже. и, да, ну, потому что самолета же там нету, а там же люди тоже билеты купили, которые поменяли билеты на компанию Уральские авиалинии, прилетели сюда. Я с ними разговаривал около терминала, и они мне рассказывали, что они сутки сидели в аэропорте, им ни воды, ни Вот, поесть, про это ничего и не говорим. дали. Мы вот это спасибо говорим. Мы про это спасибо говорим. Вот на данный момент я не советую вам. Я настоятельно рекомендую. Вы меня сейчас все очень внимательно слушаете. Я вижу, что вы все устали. Я вас очень прошу, пожалуйста. У нас есть службы Baltic Ground Service, наземного обслуживания, которые вами здесь занимаются. Я вас очень прошу, соберитесь и до завтрашнего утра езжайте в гостиницу. Никому лучше от того, что вы будете находиться в терминале, не будет. Вас в гостинице хотя бы покормят, и вы хотя бы нормально поспите. Я вам говорю откровенно, я буду решать этот вопрос ночью. Но решить так, чтобы вы улетели отсюда в 12 часов или в час ночи, я не смогу. Я вам говорю это откровенно, я не смогу. Но вы поймите меня тоже правильно, для того, чтобы мне содержать сейчас вас здесь, содержать в гостиницах, я трачу огромные деньги. Трачу огромные деньги на это. Вы, пожалуйста, войдите тоже в мое положение. Я же вас не выгоняю на улицу из терминала. Я вас размещаю в гостинице. Я размещаю вас в гостинице. И я эту гостиницу уже оплатил. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста. Насчет Оша, вот насчет Я услышал вас. Это, кстати, очень разумное предложение. Я сейчас буду связываться с авиакомпаниями. Значит, давайте так. Среди вас одна женщина. У вас есть номер телефона? Да, есть. Я вас беру. Вот есть одна женщина. Вот мы берем одного человека. Вот одна женщина и один мужчина. Вот вас двоих я беру. И значит, по итогу того, о чем я договорюсь, и те вопросы, которые мне сегодня здесь сейчас задавали, я вам на какие-то вопросы отвечу уже сегодня вечером, на какие-то вопросы отвечу завтра утром. А вы своим согражданам уже
расскажете всю необходимую информацию, которую я вам передам. Спасибо. И я вам обещаю, что если вы завтра или послезавтра, дай бог, улетите, я надеюсь, что все-таки это завтра, я лично приду вас провожать. Спасибо. Спасибо. Я постараюсь. Итак, да, ребят, уважаемые, у меня здесь вот есть... У меня есть здесь очень маленькая, симпатичная Мы ее знаем уже. Да, мы с вами, я с вами еще побуду здесь, вы мне сейчас вопросы позадаете, но, пожалуйста, все слушаются очень Надежду, ей очень тяжело говорить, чтобы она вас сопроводила до гостиницы. Очень вас прошу, пожалуйста, ей очень тяжело, вас столько мужчин, а она одна маленькая женщина. Да, я сейчас дальше готов слышать ваши... Значит, я только что сказал о том, что вот мы сейчас с вами разойдемся, вы там своими делами, я пойду заниматься вашими делами. Значит, на какие-то вопросы я отвечу сегодня. Мы определили, что вот женщина и вот молодой человек. Я сейчас все запишу. Я отдельно наберу женщине и отдельно наберу молодому человеку. И сообщу информацию, ту, которую вы просили узнать. То есть я сейчас проработаю те вопросы, которые вы мне задали, и отвечу на эти вопросы вот этим двум гражданинам, которые вам передадут всю необходимую. Не просто ожидая своего рейса улететь на свою родину. Уважаемые граждане, я вас убедительно прошу, я вам говорю откровенно, смотря вам в глаза. Я говорю честно, сегодня проблема между властями не решится. Мне уже это понятно, потому что ваши последние представители ушли сегодня в 4 часа дня. И так за ними не последовало никакого решения. Нам что делать? Нам что делать? Мы их попросили, дайте нам хотя бы, нашим авиакомпаниям, временное разрешение для того, чтобы вы могли улететь. Мы не будем больше запускать никого в аэропорт. Мы попросим авиакомпанию, те, кто должны, допустим, улетать в субботу, в воскресенье, в понедельник, в следующий, мы попросим авиакомпанию уведомить пассажиров и вернуть им деньги за билеты. Мы просим ваши власти, чтобы они дали хотя бы разовое разрешение, вот вы здесь набрались все, чтобы мы могли по разовому разрешению вас отправить домой. Они нам даже не делают это. Нам единственное в среду удалось договориться, и вот мы вчера отправили только один рейс. По временному разрешению. Мы попросили по такой же схеме отправить в четверг, в пятницу. Все. Дальше уже, чтобы авиакомпания возвращала билет. Но, к сожалению, сегодня даже этого нет. Я перед вами здесь выступаю не для того, чтобы вас успокоить, или не для того, чтобы вас в чем-то уговорить. Я к вам пришел сюда только за одним. Попросить вас. Я прошу, хотя я здесь не пришел. Вы понимаете, я держатель инфраструктуры. То есть я должен вас встретить, провести через этот зал, посадить в самолет, и все, вы улетели. Даже не я вас перевозим вас. Поэтому я вас убедительно прошу. Давайте мы сегодня с вами сейчас спокойно соберемся, переночуем в гостинице. Если есть какие-то претензии, какие-то вопросы по гостинице, если вас там плохо кормят, плохо обращают, вы можете мне сейчас кто-то один ко мне обратиться и сказать, я исправлю все эти. Я позвоню и в авиакомпанию, и в гостиницу исправлю. Но, ребята, сегодня мы ничего с вами کی گفت بچه خانوم گفتی تو گابزن تو خی Как зален мог один вою граждан что люди больше чем броем вы один инже бромадаги почему оправданно экзамен инже Озм я вред амузен кемесе мезен даме депо будем брать завтра мы вместе как-нибудь действуем, что-то делать. Я больше молчать не могу. Я сейчас, выйдя от вас, буду писать письмо вашему классу. Объясняю, что у меня 300 человек находятся в аэропорту, я не знаю, что сделать. Я мистер Катян И власти, я прошу вас еще раз, власти ни разу никто не приехал. К нам не было ни одного звонка. Нас никто не спросил, сколько человек у вас находится в аэропорте в связи с этой ситуацией. Хотя все средства массовой информации, российские, таджикистанские, об этом говорят.
что в аэропорту Жуковском находится столько-то людей из-за такой-то нерешенной проблемы. Поэтому я со своей стороны вам все сказал. Сейчас я каждого из вас готов выслушать. Только у меня одна единственная просьба. Пожалуйста, давайте по одному, чтобы я мог нормально отвечать, и мы друг друга не перекрикиваем. Мне тоже, поймите, тяжело. Да, меня зовут Евгений. Можете чуть-чуть погромче говорить? Знаете, я могу сказать так, значит, что сегодня все предложения с российской стороны были даны. Таджикская сторона подтвердила о том, что они эти предложения услышали. Конечно, никто не будет это растягивать на долгое время. Мы ждем этого решения. Наверное, это будет завтра. Вы знаете, я предлагаю этот вопрос оставить до завтрашнего утра. Объясню почему. Потому что мне нужно переговорить с авиакомпанией. Вас столько мужчин, а она одна маленькая женщина. Да, я сейчас дальше готов слышать ваши... Значит, я только что сказал о том, что вот мы сейчас с вами разойдемся, вы там своими делами, я пойду заниматься вашими делами. Значит, на какие-то вопросы я отвечу сегодня. Мы определили, что вот женщина и вот молодой человек. Я сейчас все запишу. Я отдельно наберу женщине и отдельно наберу молодому человеку. И сообщу информацию, ту, которую вы просили узнать. То есть я сейчас проработаю те вопросы, которые вы мне задали, и отвечу на эти вопросы вот этим двум гражданинам, которые вам передадут всю необходимость. Не просто ожидая своего рейса улететь на свою родину. Уважаемые граждане, я вас убедительно прошу. Я вам говорю откровенно, смотря вам в глаза. Я говорю честно. Сегодня проблема между властями не решится. Мне уже это понятно. Потому что ваши последние представители ушли сегодня в 4 часа дня. И так за ними не последовало никакого решения. Нам что делать? Что делать? Мы их попросили, дайте нам хотя бы, нашим авиакомпаниям, временное разрешение для того, чтобы вы могли улететь. Мы не будем больше запускать никого в аэропорт. Мы попросим авиакомпанию, те, кто должны, допустим, улетать в субботу, в воскресенье, в понедельник, в следующий, мы попросим авиакомпанию уведомить пассажиров и вернуть им деньги за билет. Мы просим ваши власти, чтобы они дали хотя бы разовое разрешение, вот вы здесь набрались все, чтобы мы могли по разовому разрешению вас отправить домой. Они нам даже не делают это. Нам единственное в среду удалось договориться, и вот мы вчера отправили только один рейс. По временному разрешению. Мы попросили по такой же схеме отправить в четверг, в пятницу. Все. Дальше уже, чтобы авиакомпания возвращала билет. Но, к сожалению, сегодня даже этого нет. Я перед вами здесь выступаю не для того, чтобы вас успокоить, или не для того, чтобы вас в чем-то уговорить. Я к вам пришел сюда только за одним. Попросить вас. Я прошу, хотя я здесь не пришел. Вы понимаете, я держатель инфраструктуры. То есть я должен вас встретить, провести через этот зал, посадить в самолет и все, вы улетели. Даже не я вас перевозит вас. Поэтому я вас убедительно прошу. Давайте мы сегодня с вами сейчас спокойно соберемся, переночуем в гостинице. Если есть какие-то претензии, какие-то вопросы по гостинице, если вас там плохо кормят, плохо обращают, вы можете внести кто-то один ко мне обратиться, сказать, я исправлю все эти. Я позвоню и в авиакомпанию, и в гостиницу исправлю. Но, ребята, сегодня мы ничего с вами не Кигов, бачок, хонук, габзен тонхи.
Кап зален мог айди баю гузаштем шуд куча меброем вы айти инҷа буромадагӣ вы чаро апрада мегузарем инҷа Можно мне выбрать, а можно вместе между нами депозитным процессом. Я больше молчать не могу. Я сейчас, выйдя от вас, буду писать письмо вашему классу. Объясняю, что у меня 300 человек находится в аэропорту, я не знаю, что сделать. Я мистер Каджан, И власти, я прошу вас еще раз, власти ни разу никто не приехал. К нам не было. Ну-ка сюда идите, умничайте. Можно, да. Пожалуйста, Если бы что, был бы головной боли очень не было. Ну вот зачем нормально человек нам не общается? Ну нормально, пускай это видит людей, которые нам не поможет, которые вот А посольство. он же тоже стоит. Вот другой человек, который сторона Россия, нам поможет, они, которые сидит, получают зарплату одна. Я знаю, что делать теперь? Ну ладно, ребят, успокойтесь. Вы меня не понимаете. Стальной пошире раздадите. Вопрос можно? Можно мне вопрос вам задать? Я могу задать сейчас. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас звонил в посольство Таджикистана в России? Трубку не отвечай. Я звонил. Сказали, это сегодня должна решиться. Я говорю, как решиться? Это какой-то политика. Я говорю, какой политика? Вы нам объясните. Мы решаем этот вопрос, позвоним. А второй раз звоню, трубку не беру. Я звонил в Худжан, да, свою. Там звоню, женщина поднимет трубку. Женщина попросила, говорю, мы здесь в такой ситуации, уже третий день. Что нам делать? Я говорю, мы добро, мы уже начали, мы ждем вас. 9 часов должна были везде. Я говорю, как понятно? И здесь надо даже вас посадить здесь как будто. Вы уже здесь как будто нас даже держите. Мы держим. Да, как Нет, будто вот мы сейчас, там, нам говорят по-другому, а вы так говорите. сейчас, подождите, да, вот я позвонила об этом. Смотрите, я здесь, чтобы было понимание, я здесь никого не держу. Я никого не держу здесь. Я могу сейчас дать распоряжение, и вас выпустят всех отсюда. Поставят соответствующие отметки в документах, и всех выпустят. Я никого тут не держу. И не собираюсь держать. Если мне разговаривать с такой позицией, как сейчас было вами озвучено, зачем я тогда пришел к вам сюда? Для того, чтобы мне содержать сейчас вас здесь, содержать в гостиницах, я трачу огромные деньги. Трачу огромные деньги на это. Вы, пожалуйста, войдите тоже в мое положение. Я же вас не выгоняю на улицу из терминала. Я вас размещаю в гостинице. Я размещаю вас в гостинице. И я эту гостиницу уже оплатил. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста. Насчет Оша, вот насчет... Я услышал вас. Это, кстати, очень разумное предложение. Я сейчас буду связываться с авиакомпаниями. Значит, давайте так. Среди вас одна женщина. У вас есть номер телефона? Да, есть. Я вас беру. Вот есть одна женщина. Вот мы берем одного человека. Вот одна женщина и один мужчина. Вот вас двоих я беру. И значит, по итогу того, о чем я договорюсь, и те вопросы, которые мне сегодня здесь сейчас задавали, я вам на какие-то вопросы отвечу уже сегодня вечером, на какие-то вопросы отвечу завтра утром. А вы своим согражданам уже расскажете всю необходимую информацию, которую я вам передам. Спасибо. И я вам обещаю, что если вы завтра или послезавтра, дай бог, улетите, я надеюсь, что все-таки это завтра, я лично приду вас провожать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я постараюсь. Итак, да, ребят, уважаемые, у меня здесь вот есть... У меня есть здесь очень маленькая, симпатичная Мы ее знаем уже. Да, мы с вами, я с вами еще побуду здесь, вы мне сейчас вопросы позадаете, но, пожалуйста, все слушаются очень Надежду, ей очень тяжело говорить, чтобы она вас сопроводила до гостиницы. Очень вас прошу, пожалуйста, ей очень тяжело, вас столько мужчин, высказывать вам свое уважение, разделять с вами, в принципе, вашу беду и пытаться что-то сделать. Спасибо за это. Я мог подойти и вчера, мог подойти и позавчера, мог подойти сегодня днем. Но я не мог, потому что мне надо было заниматься вопросами расселения вас в гостиницах, вопросами теми, которые касаются сегодня и не решаются уже третьи сутки.
Вы поймите, вот они вот Я что понимаю. держат, вы нам помогаете, гостиницу даете, Да, но я воду здесь- даете, ваши кушать ваши даете. сограждане А очень наши было- -то не решают Да, это. очень было Наши интересно, не решают когда это. прилетели ваши сограждане, которые не могли оттуда улететь, авиакомпания Ямал, Ямал тоже. и, да, ну, потому что самолета же там нету, а там же люди тоже билеты купили, которые поменяли билеты на компанию Уральские авиалинии, прилетели сюда. Я с ними разговаривал около терминала, и они мне рассказывали, что они сутки сидели в аэропорте, им ни воды, ни Вот, поесть, вот, про ничего это не и дали. говорим. Мы вот это спасибо говорим. Мы про это спасибо говорим. Вот на данный момент я не советую вам. Я настоятельно рекомендую. Вы меня сейчас все очень внимательно слушаете. Я вижу, что вы все устали. Я вас очень прошу, пожалуйста. У нас есть службы Baltic Ground Service, наземного обслуживания, которые вами здесь занимаются. Я вас очень прошу, соберитесь и до завтрашнего утра езжайте в гостиницу. Никому лучше от того, что вы будете находиться в терминале, не будет. Вас в гостинице хотя бы покормят, и вы хотя бы нормально поспите. Я вам говорю откровенно, я буду решать этот вопрос ночью. Но решить так, чтобы вы улетели отсюда в 12 часов или в час ночи, я не смогу. Я вам говорю это откровенно, я не смогу. Но мне, вы поймите меня тоже правильно, чтобы для